Современное оборудование, специальные медпрограммы, бассейн, тренажерные залы, комнаты отдыха. На базе санатория Бесчагда открылся реабилитационный центр для воинов СВО и их семей. В учреждении готовы принимать бойцов с различными травмами и предлагать им индивидуальные программы. Мы решили съездить в санаторий и увидеть все своими глазами. Центр по реабилитации воинов СВО и их родных в санатории Бесчагда появился в кратчайшие сроки. Здесь быстро отреагировали на общественный запрос от бойцов и их семей – возможность восстановиться. Заработал отдельный стационар, и появление подобного реабилитационного центра именно в Бесчагда объясняется довольно просто и логично. Москва – это центр не только в котором находится военный госпиталь, центр логистический, через который проходят транспортные пути и сообщения. Поэтому многие участники СВО, они к нам приезжают в довольно такой быстрый период, в краткосрочный отпуск, приезжают на лечение, приезжают уже после демобилизации. Нас всех подстегивает, потому что сама медицина должна быть лучше. И требования к врачам должны быть высокие, потому что справляться и помогать людям, чтобы быть полезными, требует серьезных усилий с нашей стороны. Многие ребята, которые проходят реабилитацию сейчас, им необходимо современное оборудование. Открыто реабилитационное отделение пока на 30 коек. Оно оснащено и оснащается современным оборудованием, современными кроватями. Сделана удобная зона для того, чтобы люди, которым тяжело ходить и есть проблемы, они могут пользоваться этой свободной, улучшенной зоной, комфортной. В комнатах стационара тоже произведен ремонт. Санузлы спроектировали с учетом потребностей маломобильных людей. Удалось реализовать и другие нюансы. Мы сейчас находимся в новом реабилитационном отделении, которое совершенно недавно было открыто у нас. Оно оборудовано современными удобными кроватями, функциональными, которые со специальным противопролежневым матрасом. Очень удобно для пациентов после ранений с ограниченными возможностями. Есть специальная ручка, которая помогает пациенту перейти в вертикальное положение из положения лежа. На каждой кровати есть стойка, которая позволяет делать внутривенные инфузии, не покидая палату. Вместе с тем мы постарались здесь максимально создать уют, домашнюю обстановку. В каждом номере есть свой телевизор, есть тумбочки для личных вещей, прихожие. Программа реабилитации в зависимости от сложности травм рассчитана на 14-20 дней. Задействован широкий спектр специалистов. И на квалифицированную помощь могут рассчитывать пациенты с самыми разными диагнозами. У всех отмечаются контузии, и неоднократно тяжелые. Для помощи этим пациентам у нас есть все возможности, и они прекрасно восстанавливаются в течение 4-10 дней. Они могут у нас проходить по короткой программе. Остальные пациенты к нам поступают на реабилитацию после сочетанных травм. Есть пациенты с ранениями конечностей, с переломами. У нас есть травматолог-ортопед и вся возможность поднять их, хотя бы поставить в вертикальное положение, озонотерапия, которая позволяет озон, можно применять не только внутривенно, мы широко применяем его местно, на конечности. Это усиливает кровоток и позволяет быстрее восстановить функции верхних, нижних конечностей. Когда мы применяем его в виде пилотки на голову, то эта процедура обладает очень хорошим седативным действием, успокаивает пациента, позволяет быстрее восстановить сон, что очень важно. И программа уже успешно работает. Есть первые положительные результаты реабилитации. У меня тут очень много, 3 массажа. Вот меня на ноги подняли, я вот не мог, в 2 костылях ходил, потом с одной тяжко было. А сейчас, благодаря массажистам нашим, вот так, потихо, без трости хожу. Персонал хороший, ни в чем не отказывают, заботливый. Как видите, систему все ставят, медицинское обслуживание хорошее. Условия хорошие, видите, все чистота, порядок, сделан только ремонт. Реабилитация началась очень хорошо. Я здесь 20-й день и начал ходить. До этого я лежал в больнице и не ходил. А сейчас хожу, учусь ходить.
Bilen hamavun işi haman öğrenen. Dan künge işte hatalar. В день 3 раза кормят: завтрак, обед, ужин. Очень вкусно. Еще и дают выбрать еду по меню. Врачи-профессионалы, умельцы. Вот именно поэтому я и начал ходить. В нашем санатории разработано несколько программ реабилитации, рассчитанных на военнослужащих, которые принимали участие в СВО, а также на их родственников. Отдельной группой мы выделили программу для родственников погибших и пропавших без вести военнослужащих. Это отдельная группа лиц, которая нуждается в очень большой заботе и внимании от государства и отдельном медицинском обеспечении. Наша программа рассчитана на 14 и 20 дней. Они строятся исключительно, несмотря на то, что они созданы по общим рекомендациям, включают в себя наблюдение 2-3 смежных специалистов, определенный объем обследования и разноплановую реабилитацию, лечебную физкультуру, физиотерапию, пребывание в условиях дневного стационара, где ставятся капельницы и проводятся общетерапевтические укрепляющие процедуры. Вот. И это физиотерапия, электросон, различные методики для восстановления не только соматического здоровья, но и социальной и психологической реабилитации. Санаторий подписал соглашение с Ассоциацией клинических психологов Якутии. И в онлайн-формате пациенты могут получать консультации у редких специалистов. Психосоматическая реабилитация – это очень важно для пациентов, которые, они все разноплановые, они перенесли разные травмы. И наша задача – вернуть их обществу максимально восстановленными. Не только в плане физическом, но и в плане психологическом, в плане моральном, чтобы они могли как-то принять себя в новых условиях, в изменившихся, и дальше полноценно влиться в семью и в общество. Основная наша, конечно, работа, она складывается все-таки с родственниками, потому что военнослужащие непосредственно, они все-таки находятся в ведении Министерства обороны. Пока у нас постановлением правительства охвачено в основном это сами военнослужащие и их жены. Но еще есть большая группа, это родители, которые вообще постоянно живут в этой проблеме, когда у них забрали ребенка на фронт. И они живут в вечном стрессе. И, как правило, это все-таки достаточно молодые еще люди, которые трудоспособными являются населением. И жизнь показывает, что именно вот этой группе лиц нужно уделить очень большое внимание. Мы для них создали специальную программу, пока 14 на 14 дней, которая включает очень много элементов именно психосоматической реабилитации, где есть много физиотерапевтических программ. И с этой помощью они здесь у нас отдыхают, восстанавливаются, насколько это возможно. Закрепить успех лечения и скрасить досуг поможет и новый спортивно-оздоровительный центр Бесчагды. На 8 сотнях квадратных метров расположились тренажерные, гимнастические и кинозалы. Открыли атлетический зал, то есть здесь представлены целая группа тренажеров, от гантелей до таких серьезных тренажеров. Открыли его специально, потому что у нас участники СВО высказывали желание о том, чтобы у них была возможность прийти позаниматься с весами, поэтому данная работа тоже выполнена. Вашему вниманию мы показываем кардиотренажеры. Здесь у нас представлены беговые дорожки, эллипсы, которые помогают тоже справиться с кардионагрузками. У нас велотренажеры представлены, есть сауна для отдыха. Вот у нас зал для занятия йогой, аэробикой, то есть тоже пользуется спросом. Многие любят играть в теннис, поэтому у нас здесь стоит теннисный стол, тоже пользуется спросом, потому что многие наши отдыхающие любят позаниматься и в вечернее время, и в дневное. Здесь у нас такая комната отдыха, представлена настольные игры, дартс, то есть вечером можно прийти, посидеть, позаниматься, не только заниматься медицинскими процедурами, но еще отдохнуть душой и телом. Немаловажно то, что у нас приезжают иногда семьи с детьми. Если у нас раньше дети не было чем заняться, теперь в спортивно-оздоровительном центре они могут у нас позаниматься аэрохоккеем,
проводят время досуг интересно. Им представлены другие виды тренажеров специально для детей, теннис, различные игры. Люди могут у нас находиться здесь и просто отдыхать. Очень хорошо работает интернет, Wi-Fi. Все сделано для того, чтобы люди себя чувствовали в более комфортных условиях. Здесь мы открыли небольшой зал для того, чтобы люди могли попить чая, водички. То есть после занятий спортом могут здесь находиться. Можно отметить день рождения. Такой зал, мы его назвали «Бистро». Вот этот зал у нас, здесь происходит у нас, представлено караоке, то есть вечером могут люди прийти, попеть песни. Кроме этого, есть у нас здесь бильярдный зал. Хотел сказать о том, что, конечно, для наших участников, воинов СВО, семей участников СВО, все, что здесь находится, они пользуются всем бесплатно. Реабилитация ведь это не только медицинские процедуры. Солнечные ванны и прогулки на свежем воздухе тоже никто не отменял. А здесь, в санатории без Чагда, подобные эмоционы – это сплошное удовольствие, ведь вокруг прекрасный сосновый лес. Максим Кардузу, Григорий Николаев, Московская область.